Яркие полотна заполнили фойе Гагарского дома культуры. Экспозиция получилась очень разнообразной. Здесь представлены работы как начинающих художников, так и признанных мастеров. Свое вдохновение художник Геннадий Барцец в основном отражает в пейзажах. На его работах живописные ландшафты Абхазии, море, гордые вершины гор, вечнозеленые кипарисы. Свой творческий путь Геннадий Барцец, будучи подростком, начинал здесь, в Доме культуры, в кружке ИЗО. Сегодня он именитый художник. Его работы не раз украшали вернисажи Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Нью-Йорка, Вильнюса и других городов мира. Такой праздник, как Международный день художника, он, наверное, празднуется впервые. Я просто его не слышал о нем. А вдруг появился новый праздник. Это прекрасно. И любезно пригласили принять участие здесь, в Гагарском доме культуры. Я сразу все поставил и подобрал по теме. Тема гагаринская, потому что у меня диапазон достаточно широкий, и российский, и зарубежный, в том числе и по Абхазии. Я взял те работы, которые наиболее узнаваемы для гагаринцев. Художники в разных уголках мира воспевают женскую красоту уже многие сотни лет. Она не только часть творчества, но и источник вдохновения, муза. И у каждой эпохи свои стандарты привлекательности. Работы молодого художника Акопа Агаханова в основном посвящены выразительному женскому образу. Я увидел девушку, которую изображали другие художники. И мне очень захотелось, она понравилась, она нравится художникам. Выразительное лицо. Ее хочется изображать, да, и я решил попробовать тоже. Сейчас такой, период, что женские образы, как-то ближе душе хочется, над этим работать. Международный день художника отмечается 8 декабря. Это праздник не только профессионалов. Он близок всем поклонникам живописи. Ведь искусство объединяет людей и вносит в нашу жизнь радость, эстетическое удовольствие и восхищение талантом. Мы решили организовать подобную выставку, экспозицию для того, чтобы молодые художники имели такую площадку самореализоваться, для того, чтобы познакомить наших жителей нашего района, нашего города с этой частью искусства, потому что искусство – это огромная сила, она несет в себе огромную энергию, очень является таким важным моментом воспитания подрастающего поколения. И надеюсь, что подобные выставки станут у нас традицией, приобретут такой систематический характер. Спасибо, хочу сказать, всем художникам, которые согласились нас поддержать, которые любезно предоставили свои работы. Спасибо администрации Гагарского района за поддержку, отделу культуры. На выставке были также представлены работы юных воспитанников Гагарской школы искусств. Среди них пейзажи, натюрморты, портреты и сказочные сюжеты. Калейдоскоп ярких и трогательных картин. Я вообще начала рисовать дома, мне это очень нравилось, а потом меня записали в школу искусств на рисование. А что ты любишь рисовать? Я больше всего пейзажи очень люблю. И натюрморты тоже. Я нарисовала эти картины, а потом, мне сказали нарисовать, я их нарисовала, их взяли, и они тут, и все. А ты в будущем планируешь продолжать, да? Да, я хочу продолжать рисовать. Всего на выставке представлено около 70 картин художников разных городов и районов Абхазии. Украшением экспозиции стали скульптурные работы и необычные расписные ткани. Это как кусочек кислорода, это вдохновение. Вдохновение для того, чтобы мы понимали, что будущее есть и оно будет лучше. Сухумская публика, она избалована выставочным залом и большим количеством выставок. В Гагаре мы в этом очень сильно нуждаемся, и я надеюсь, что это, как я уже говорила, не последняя выставка. Выставка продлится до 10 декабря, поэтому у всех желающих есть возможность увидеть прекрасные работы. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.